сегодня ты уже сказал, новая татарская кухня. Что это за направление? Новая татарская кухня – это продукты, это новые технологии, это новая подача. Мы переосмысливаем какие-то исконно татарские блюда, подаем их в современной подаче. Где-то мы придумываем что-то новое. И сегодняшние блюда тому подтверждение. Здравствуйте, дорогие друзья и сянмесес. Вы смотрите кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Внимание, сегодня на кухне настоящий профессионал, мастер своего дела. Встречаем бренд-шеф-повар ресторанного комплекса «Театр национальной кухни» Ильгиз Галиев. Ильгиз, здравствуйте. Привет, Руслан. Ильгиз Галиев, бренд-шеф-повар ресторанного комплекса «Театр национальной кухни». Родился в Узбекистане в городе Ташкент. Окончил Ташкентский кулинарный техникум. В 2002 году переехал с семьей в Татарстан. Здесь окончил Казанский кооперативный институт. Является одним из учредителей гильдии поваров Республики Татарстан. Расскажите, пожалуйста, какие рецепты сегодня вы раскроете нам? Сегодня будем готовить направление новой татарской кухни. Будет у нас два блюда. Первое – это будет у нас салат с карамелизированной тыквой, гранолы из полбы и клюквенным соусом. А на второе блюдо у нас будет утиное филе с кёртом. Мы его тоже делаем здесь сами. Утиное филе и кёрт, разве это совмещается? Мы нашли путь, чтобы он сочетался. На гарнир будет у нас полба, заварена в сливках с душицей. Начнем с заготовок для второго блюда, потому что они готовятся немножко дольше, чем салат. Для этого мы отварим полбу и поставим топиться катык, чтобы у нас получился кёрт. Так. Опа. Согласен ли с тем, что полба давным-давно была забыта? Я бы сказал, она даже недолюблена. Вот. И наша цель популяризировать наши продукты локальные, чтобы они были востребованы, они поистине самые вкусные, потому что татарская кухня, она многоликая и многогранна. Здесь золотой эльдорадо для фантазии, для творчества. Так, давайте поставим катык на плиту. Что делаем дальше? Дальше мы сделаем гранолу из полбяных чипсов. Есть, а что это за слово такое гранолы? Впервые слышу. Гранола – это такой термин, название блюда. Подразумевает в себе карамелизированные хлопья с всяких злаковых культур. Это может быть полба, это может быть геркулес, это может быть пшеница. В нашем случае это полба, потому что она нам ближе по духу. Что нам для этого нужно? Соответственно, хлопья. Далее растительное масло. Масло добавляется для того, чтобы мед равномерно карамелизовал нашу полбу. Далее идет цветочный мед, можно гречишный. Тщательно это все перемешиваем. Ильгиз, расскажи, пожалуйста, как ты пришел к профессии повара? Мечтал ли ты об этом с детства? Или кто-то из твоих родственников работал уже в этой профессии? Нет, в династии нет поваров. Но если можно назвать 5-й класс детством, то с детства. Все началось с того, что я приходил один домой со школы. Вчерашнюю еду я кушать не любил, которая оставалась с вечера. Приходилось готовить себе самому. Ну и со временем эту еду начали кушать все остальные. Она оказалась То есть сначала для себя, а потом уже для всей семьи? Да. Все. Гранула у нас перемешана. Теперь мы ее ставим в печь. На сколько минут? На 160 градусов, минут на 8. И каждые 2 минуты нам нужно его помешивать, потому что мед очень быстро карамелизуется. Перейдем к салату и будем делать соус. Для соуса мы будем использовать горчицу зернистую, растительное масло, клюква, мед. Чем могу помочь? Можешь порубить клюкву, Так. не особо мелко, но чтобы она дала сок. Примерно так. Да-да-да. Далее мы добавляем масло. Ильгиз, а скажи, пожалуйста, где получал профессиональное образование? Тоже в Узбекистане? Учился, да. Я в кулинарном техникуме в Ташкенте. Получил я базовые знания поварские. Затем я учился здесь. Получаю уже высшее образование в Казанском кооперативном институте. Уже получил специальность инженер-технолог. В каком возрасте вот пришло осознание того, что это профессия на всю жизнь? Или были какие-то сомнения? Нет, сомнений не было. Осознание пришло в 6 классе.
5 классе я начал экспериментировать, в 6 Готовить для классе семьи? я понял, что это мое. И я видел себя только в этой профессии, и причем я видел себя только шеф-поваром и только ресторана. Лиз, а какая-то специализация была, вот когда поступали на учебу? И она У есть меня- вообще у вас сейчас? Да-да-да, у меня была специализация повар-кондитер. Вот, но начал я работать с повара. Вот, кондитерское искусство я люблю, но не углубляюсь в него, потому что больше себя вижу вот в приготовлении горячих блюд, салатов. Ты знаешь, даже в Казани, я многих шеф-поваров знаю лично, и ты знаешь, многие из них ведь в малом возрасте становятся шеф-поварами уже серьезных ресторанов. Есть ли вот какой-то багаж, как говорится, 5 лет поработать помощником шеф-повара, или уже после окончания вуза можно сразу работать шеф-поваром? Вот что скажешь тем поварам, которые сейчас нас смотрят, начинающим? Начинающим поварам я советую всегда быть целеустремленными, инициативными, никогда не останавливаться. Сегодня ты уже сказал, новая татарская кухня. Что это за направление? Но татарская кухня – это продукты, это новые технологии, это новая подача. Мы переосмысливаем какие-то исконно татарские блюда, подаем их в современной подаче, где-то мы придумываем что-то новое. И сегодняшние блюда тому подтверждение. Руслан, сейчас закарамелизируем тыкву. Это уже печеная тыква. Мы запекали ее при температуре 180 градусов. Урожай 2018 года. Обязательно. Все самое свежее. Нарезали на такие аккуратные кубики. Лиз, вот хотел бы спросить про тыкву. Ну, не все ведь ее любят, не все любят ее готовить, да, хотя столько блюд, вот просто, вот мои родственники, да, и пироги, и супы, и каши, а кто-то вообще даже не знает, что из нее можно приготовить. Почему так? Ну, тыква, да, она действительно недолюблена, и это необоснованно. Это очень полезный, очень колоритный, очень красивый продукт. И вот, и если в ресторанах встречается тыква, то она в большинстве случаев это крем-суп из тыквы. Да, суп-пюре. Вот. Да. Потому что это беспроигрышный вариант. Мы же стараемся показать тыкву во всей ее красе. Используем муссы, делаем пироги, делаем тарты. Сейчас в данном случае мы будем карамелизовать. Обсыпали мы ее сахаром. То есть мы сейчас с Ильгизом зажигаем на нашей кухне? Да, зажигаем тыкву. И, Так, вот он, это очень интересный, кстати, процесс. видишь, сахар карамелизируется. Соответственно, тыква у нас становится более сладкой, ну и более красивой. Но здесь тоже главное не переборщить. Да, сахар он горит, дает свой Красота. аромат. Далее, Руслан, мы замешаем уже наш салат с клюквенным Вместе с соусом. соусом. Видишь, какая эмульсия получилась хорошая. Ильгиз, хотел спросить, готовишь массу блюд, да, готовишь для большого количества гостей, в том числе в вашем ресторанном комплексе. Сам что? У тебя какие любимые блюда? Скажи, пожалуйста. Откровенно говоря, я люблю макароны по-флотски. Это мое любимое блюдо. Ага. Вот, был даже случай в ресторане. Пришел гость и спрашивает: мне принесите то блюдо, которое любит шеф-повар. Подходит официант, спрашивает меня. Я говорю: макароны по-флотски. Она подходит к гостю, говорит, гость наморщился, говорит: принесите мне стейк. Принесите. Да-да-да. Пришло время снять гранолу. Видишь, какая она. Подпекся сахар в меду. И он стал такой вот карамельный. Сейчас он застынет. Нам надо будет его раздробить. И это будет у нас хрустящая посыпка для салата. Ильгиз, ну, с этим понятно. Готовишь на работе, готовишь много, а дома? Каюсь, готовлю мало. Свои выходные. Это единственный день понедельник. Но стараюсь удивить. Не готовлю что-то банальное домашнее. Готовлю интересные блюда, потому что домашнюю кухню готовит у меня жена. Готовит очень вкусно. Как доверяете-то жене? Не Бывает, делаю. вот советуете что-нибудь? Наказы даете? Стараюсь не советовать, потому что было время, советовал, потом мне сказали: бери сам, готовь. Да, сможешь лучше, делай сам. Так, что у нас с салатом? Все, Руслан, у нас салат замешан. Выкладываем на блюдо. Так, хорошо. Выкладывать можно горкой, можно это растянуть. Далее у нас
следует гранола. Вот, видите, как он у нас загустело, закарамелизовалось. И мы посыпаем ею наш салат. Далее у нас идет зеленое масло. Это масло с выжимкой из зелени, петрушки. Опять-таки ноу-хау. Да. Масло мы разогреваем до 90 градусов, добавляем зелень. Соотношение 2 части масла, 1 часть зелени. Это все мы перерываем в блендере, процеживаем через полотно. И в итоге получаем, да, такое ароматное, зеленое, красивое масло. И добавляем вот таким вот образом. Красота. Но здесь тоже не переборщить. Да, потому что масло оно ароматное. Итак, салат с названием С карамелизированной тыквой и гранолой из полбы. готов. Сейчас салат мы отложим, и после небольшой паузы на канале ТНВ мы продолжим готовить блюдо номер 2. Оставайтесь с нами. Салат с карамелизированной тыквой, гранолой из полбы и клюквенным соусом. Все ингредиенты салата готовили по отдельности. Для соуса растительное масло, зернистую горчицу и мед смешали с измельченной клюквой. Для гранолы полбяные хлопья смешали с растительным маслом и медом и отправили в разогретую до 160 градусов духовку на 8 минут. Для зеленого масла растительное масло и зелень нагрели до 90 градусов, пробили в блендере и процедили. Запеченную тыкву нарезали на небольшие кубики, посыпали сахарным песком и закарамелизировали при помощи газовой горелки. Далее листья салата смешали с клюквенным соусом и выложили горкой на сервировочную тарелку. Сверху выложили кусочки карамелизированной тыквы, украсили четвертинками помидорок черри, посыпали полбяной гранолой и полили зеленым маслом. Программа «Секреты татарской кухни» вновь в эфире, дорогие друзья. Напоминаю, сегодня с нами шеф-повар, мастер своего дела Ильгиз Галиев. Ильгиз, еще раз приветствуем тебя на нашей кухне. В первой части программы мы приготовили очень красивый салат из тыквы. Ну а сейчас Ильгиз обещает удивить вторым блюдом. Да, второе блюдо это у нас утка с кортом и полбой. Да, подготовку мы к нему уже провели практически. Здесь у нас готовый корт, здесь у нас полба. Больше ничего не добавляем. Что делаем с ним? В корт добавляем сахар чуть-чуть, размешиваем все до такой зернистости. Хорошо. Полбу мы не доварили 1 минуту, и вот в эту минуту нужно добавлять душицу. Все тщательно. Для чего? Чтобы она дала свой аромат. И чтобы блюдо больше было колоритнее, чтобы оно было более татарским, потому что это душица с наших полей. А в это время Ильгиз Я займется займусь уткой. Утки нужно сделать надрезы со стороны кожи, чтобы жир больше растопился и чтобы она была более красивая. Как мы ее будем запекать, жарить? Сначала мы обжарим, Ага. потом будем запекать. Ильгиз, ты уже мне сегодня сказал, что участвуешь в конкурсах и по сей день. Вот для чего тебе это нужно? Ты уже признанный, так скажем, специалист, мастер своего дела. Ну, лишние конкурсы, они не бывают. Вот, каждый конкурс – это толчок для развития, потому что ты выступаешь сам, видишь, как готовят другие, может, что-то новое, где-то делишься опытом с участниками. И каждый конкурс – это лишняя мотивация для личного роста, ну и профессионального в том числе. Участвовать в конкурсах нужно обязательно. И, Сколько у тебя тут уже? ну, порядка 15. Самый значимый какой ты можешь отметить или остался в памяти? Самых значимых их 3. Вот. Первый это было в 2007 году, когда проводился пир Поволжья. Я занял 1-е место по компетенции суши и роллы. Вот. Второй это уже международный кулинарский кубок в городе Москва, проходивший в Крокус Экспо. Там я занял серебро. И третий это участие в кооперативном институте. Мы заняли серебро, конкурс среди работников кооперации. Тенденция какая? Все-таки жюри оценивает внешний вид блюда или все-таки вкусовые качества, они всегда на первом месте? Основной балл – это за вкус. Вот. Все остальные критерии – это подача блюда, идея блюда, красота на блюде, гигиена, сложность приготовления, учитывать все технологии ты используешь. И в конце уже идет презентация. На это тоже обращать внимание, когда ты презентуешь свое блюдо, как это красочно и харизматично сделаешь, и из-за этого складываются все баллы. Ильгиз, что дальше делаем с уткой? Сейчас мы эту утку обжариваем со стороны кожи, чтобы растопить жир. Так, прошу, поменяемся Спасибо. местами.
И заметьте, Ильгиз обжаривает утиную грудку без капли масла. Да. Почему? Потому что у нее есть собственный жир. Ага. Видишь, он уже растапливается. И на нем мы будем готовить всю эту утку. Ильгиз, хоть мы и с тобой истинные любители татарской национальной кухни, вот вопрос. Какая кухня сейчас все-таки преобладает в мире? Самая популярная, не знаю, больше всего ресторанов. Это авторская кухня. Вот она сейчас в тренде. Новые видения, новые технологии. То есть это может быть и азиатская кухня, да? Да-да-да. Восточная. Это может быть фьюжн, когда несколько кулинарий разных стран совмещены в одну. Вот. Но также популярно остается итальянская кухня, японская, китайская, узбекская. И русская кухня, она сейчас очень популярна в мире, не говоря уже о России. И тем самым мы тоже стараемся развивать нашу национальную татарскую кухню, как в классическом ее исполнении, так и в современном ее виде. Что у нас с утиной грудкой? Все, вот у нас обжарилось со всех сторон. Так, хорошо. Поставим ее в печь, запекаться. То есть запекаем еще дополнительно. Да-да-да, Сколько обязательно. минут? Минут 8 на 180 градусов. И остается у нас полба, так скажем, наш оригинальный гарнир. Да, наш локомотив. Ага. Что делаем с ней дальше? Полбу мы перемешали. Теперь мы это обжариваем на утином жиру с добавлением сливок. Прошу. Ильгиз, сегодня всю программу ты говоришь, мы это сделали, мы это добились, мы это готовим. Кто это мы? Это гильдия поваров Республики Татарстан, которую недавно основали. Вот, где мы консолидируем поварское сообщество, где мы развиваем профессию повар, где мы развиваемся сами, где мы популяризируем и развиваем национальную кухню, как русскую, так и татарскую. Такие гильдии где-то есть уже в России? Да, у нас в Казани присутствует ассоциация кулинаров Республики Татарстан. Это наши хорошие друзья. В России их очень много. Буквально в каждом регионе присутствует своя ассоциация, либо какое-то содружество профессиональное, которое также призвано повышать гастрономическую культуру в регионе и в России в целом, популяризовать поварскую профессию и весь сегмент индустрии гостеприимства в целом. Вот. Этим же самым занимаемся и мы. Теперь добавляем сливки, желательно самые жирные. Здесь сливки 36%. Мне кажется, если все это сейчас тщательно обжарить, уже можно подавать на стол. Да-да-да. Ильгиз, насколько я знаю, твой опыт работы уже, да, как повара более 15 лет. Было ли желание поделиться опытом? Желание есть всегда, оно присутствует и сейчас. Или это отвлекает от работы все-таки? Мне важно развиваться разносторонне. Я развиваюсь как наставник, как преподаватель. Я развиваюсь как наставник для своих поваров здесь. Вот. На данный момент я тренирую сборную России по сервису, компетенции WorldSkills. Наши ребята заняли первое место в проходящем конкурсе в Сахалине. И недавно был в Будапеште чемпионат Евроскиллс. Мы заняли 3-е место, бронзу. Поздравляем. Спасибо. Ну и напомним нашим зрителям, что в 2019 году соревнования WorldSkills пройдут в Казани, где тысячи людей разных профессий со всего мира соберутся в нашем городе и также будут бороться за звание лучших в своей профессии. Чем будете удивлять у себя на родине? Или это секрет? Нет, скажу так, удивлять мы будем своим мастерством и профессионализмом. Вот, покажем все, чего мы достигли за этот период Татарская обучения. кухня будет представлена? Нет, я тренирую сборную по сервису. Это индустрия гостеприимства, где входят компетенции кофе, сомелье, коктейльная классика, обслуживание, кулинария. Вот по этим всем компетенциям мы обучаем ребят. И моя компетенция – это поварское дело. Но мы всем участникам этих соревнований желаем удачи и будем болеть, будем приходить и смотреть соревнования WorldSkills. Руслан, утка у нас готова. Сейчас будем формировать блюдо. Прошу. Бульончик даже небольшой здесь. Да, это ее Это сок, жир. смесь с жиром.
Кстати, заметили, как кусочек утиной грудки приподнялся, да, как стейк? Из-за чего это происходит? Это концентрируется весь мясной сок в центре. Мясу нужно чуть-чуть отдохнуть минутки 2-3. Этот сок равномерно распределится, и он чуть-чуть разгладится. Утка у нас пока остывает. Гарнирчик. Ильгиз, я, конечно, был удивлен, увидев сегодня полбу, да? Полбу, конечно же, мы готовили на нашей программе и беляши, и пироги. Ну и сегодня очередной рецепт вкусного гарнира рассказал нам Ильгиз. Теперь добавляем корт. Видишь, какой у нас зернистый получился, красивый. И цвет, такой цвет насыщенный добавляет он нашему блюду. Что еще? Добавляют лишний колорит. Ага. Добавляем томаты черри для контраста. Так. Зелень. И блюдо под названием... Утиное филе с полбой и кортом готовы. Прямо сейчас мы накроем на стол и попробуем оба наших блюда. Утиная грудка с полбой и кортом. На утиной грудке сделали небольшие надрезы, приправили специями, обжарили с двух сторон на сковороде и отправили в разогретую до 180 градусов духовку на 8 минут. Полбу сварили, приправили солью и душицей. Затем переложили в сковороду, где обжаривалась утка, залили жирными сливками и томили несколько минут. Отдельно приготовили корт. Катык довели до кипения, убавили температуру и томили на медленном огне, постоянно помешивая. В конце приготовления добавили сахарный песок. На сервировочную тарелку выложили гарнир из полбы, сверху поместили разрезанную на половинки утиную грудку. Далее добавили корт, сверху украсили помидорками черри и зеленью. Самый любимый момент нашей программы. Начинаем пробовать. Итак, с чего начнем? С салата, я думаю. Прошу. Очень аппетитно все это выглядит. Внимание, пробуем. Чудесно. Спасибо. Ильгиз, салат действительно меня удивил. Очень необычный вкус соуса, но настолько приятный, что хочется этот салат есть и есть. Ну а сейчас долгожданное основное блюдо – утиная грудка. Мне кусочек побольше, пожалуйста. Сначала полбу. Так, полбу. Очень хотелось попробовать сочетание полбы и корта, который я никогда не пробовал. Ильгиз, и вновь вы удивили. Необычайно вкусное сочетание корта и полбы. Друзья, не верите? Приготовьте сами и убедитесь. Ну а сейчас утиная грудка, которую, конечно же, ничем не испортишь. Сочная, вкусная, поэтому оба блюда получились на 5 баллов. Большое спасибо и эти аплодисменты ты заслужил. Спасибо. Спасибо. Ильгиз, на этом наш телевизионный кулинарный мастер-класс подошел к концу. Большое тебе спасибо за раскрытый секрет и за вкуснейшие блюда. Ура! Готовьте с любовью, не бойтесь экспериментировать. И смотрите ТНВ. Увидимся, дорогие друзья, ровно через неделю. Сау Балудас, пока-пока. Если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. А также не забывайте подписываться на наш канал на YouTube. Благодарим ресторан «Печь» за предоставленный интерьер и помощь в организации съемок. Başları, yektemli hem fayda.